Обзор задач ЕГЭ по математике профильного уровня. Вот. Сегодня разберем две задачи, 13 и 15, так как эти задачи наиболее решаемые, то есть большинство учеников приступает к выполнению этих заданий. Вот. Значит, по критериям оценивания 13 задача оценивается в 2 балла и разделена на 2 пункта А и Б. В пункте А надо решить какое-то уравнение, а в пункте Б надо выполнить отбор корней. Ну, последние годы в основном это были тригонометрические уравнения. Вот. 2 балла ставится, когда выполнено и пункт А, и пункт Б. Все верно. Дальше пункт, если выполнен только пункт А правильно, пункт Б либо не выполнен вообще, либо выполнен неправильно. Тогда это по критерию 1 балл. Второй случай, когда 1 балл ставится, это когда оба пункта выполнены, но имеется одна вычислительная ошибка в задаче. Поэтому ответы уже неправильные, соответственно. И с этой вычислительной ошибкой все шаги выполнены верно. Это 1 балл по критериям. Остальные случаи 0 баллов. Вот. Что является вычислительной ошибкой? Вычислительной ошибкой являются ошибки, связанные с сложением, умножением, вычитанием и делением чисел. То есть 4 арифметические операции. Причем вычислительная ошибка должна быть одна. То есть уже 2 ошибки приводят к нулю в итоге. Далее. Вычисление корней квадратных, вычисление логарифмов, вычисление значений тригонометрических функций не являются уже вычислительными ошибками, если там допущена ошибка. Также популярные ошибки — это когда, допустим, квадратное уравнение, корни вычислены неверно. Это тоже не является вычислительной ошибкой. Любая ошибка в формуле — это тоже не вычислительная ошибка. То есть вот все эти ошибки, они приводят в итоге к 0 баллов. Вот. Бывает такая ситуация, когда уравнение решено почти правильно, то есть как бы ответ все верно выполнено, но есть ошибки, которые в итоге к нулю приводят. То есть ответ правильный, в целом уравнение верно решено, но есть ошибки, из-за которых ставится 0 баллов. То есть как бы вот такие обидные моменты бывают. Ну и теперь пример решения этой задачи. Вот, это уравнение, сводящееся к квадратному. Значит, здесь есть косинус, есть синус, поэтому нужно перейти к одной функции. Проще всего перейти к косинусам. Поэтому синус в квадрат запишем как единица минус косинус в квадрате плюс косинус минус 5 равняется нулю. Дальше открываем скобки. Минус 6 косинус в квадрате х плюс косинус х минус 5. Дальше плюс 6 равно нулю. Далее минус 6 косинус в квадрат плюс косинус х плюс 1 равен нулю. Вот уже получили квадратное уравнение, но дальше удобнее будет, если мы здесь уберем минус. Потому что лишний минус — это лишнее вычисление, и можно легко ошибиться. Поэтому рекомендую все уравнение на минус умножить, получить более простое. 6 косинус в квадрат минус косинус х минус 1 равняется нулю. Вот. Теперь вот получили обычное квадратное уравнение, которое решается методом замены. Обозначим косинус х через t. И вот в этом месте мы можем указать, что t в силу замены принадлежит отрезку минус 1, 1, но можно этого не делать в этом месте. Можно дальше продолжить. Далее получаем квадратное уравнение относительно t, которое решаем обычно, как обычно, через дискриминант. Вот с помощью формулы вычислили корни. Вот дискриминант вычислили. Первый корень, второй корень. Вот, все записали. И теперь делаем обратную замену. То есть t у нас косинус х, значит получаем 2 уравнения. Косинус х равен 1/2 и косинус х равен минус 1/3. Вот. Теперь, так как здесь мы не указывали, какие t должны быть, вот в этом месте нужно будет проверить, а имеет ли решение это уравнение. Ну, в данном случае 1/2
по модулю меньше единицы не превосходит единицы, поэтому уравнение имеет решение, также это уравнение имеет решение. Хотя можно заметить, что это уже не табличные значения будут, но уравнение имеет решение. Теперь решаем это уравнение. Можно, как в книжках написано, по формуле написать решение, как там плюс-минус арк косинус 1/2 плюс 2πn. Это нормально будет, но как бы в дальнейшем для отбора корней в пункте b это уже немножко неудобно. Поэтому сразу запишем решение как удобнее. То есть для себя нарисуем единичную окружность схематично. Вот здесь отметим косинус 1/2, это ось х. Вот здесь примерно. И получаем две точки на единичной окружности, они являются двумя сериями решений. То есть вот этот рисунок не обязательно рисовать, но он как бы нужен просто для себя, чтобы подстраховать. Бывает так, что вот правильно ученик написал вот это уравнение, но решение этого уравнения неверно пишет. То есть путает с синусом и пишет решение, например, для синуса х. А хотя у него косинус. Если вот себя подстраховывать вот так рисунком, уже есть шанс, что правильно напишешь. Ну, значения это табличные. Значит, вот это число это будет π на 3, а это число минус π на 3. Поэтому вот эти две серии решений можем записать так. Отдельно пишем первая серия. Начинаем от π третьих, и плюс эта точка повторяется через каждый полных круга. Поэтому период 2πn пишем. n обязательно целое указываем. Дальше вторая серия. Минус π на 3 плюс 2π, уже другую букву пишем, m целое. Ну, это рекомендуется так. Конечно, это не критично будет, если вы одинаковые буквы напишете. Но рекомендует разные писать. Одну серию, то есть одно уравнение мы решили, две серии. Теперь вторая серия. Второе уравнение косинус минус 1/3. Тоже схематично для себя нарисуем единичную окружность. Минус 1/3 где-то вот здесь. Вот, получаем также две точки на единичной окружности. И вот надо написать эти решения. Первый вариант, как можно написать, если особо не ломать голову, то как в книжках учат, х равно плюс-минус арк косинус от минус 1/3 плюс там 2πk, k целое. Первый вариант. Вот можно так оставить, это будет правильно. Но в дальнейшем при отборе корней уже с этим уравнением с этим решением будут сложности. Поэтому напишем решение другим способом, более четко. То есть давайте выясним вот этот угол, чему равен. Для этого просто возьмем симметричную точку 1/3 и возьмем точку вот здесь. То есть симметрично взяли, значит вот эти углы будут равны. Поэтому этот угол находится в первой четверти от 0 до π пополам. Поэтому этот угол мы можем спокойно определить. Это будет арк косинус от 1/3. То есть величина вот этого угла это тоже арк косинус 1/3. Теперь как определить вот эту точку? Для этого вот здесь возьмем точку π, например. Можно взять не π, а 3π, например, или минус π, или 7π, неважно. Возьмем π, и теперь положительное направление нам указывает движение вот сюда. А мы должны от этой точки перейти в эту точку против стрелки и повернуть на угол вот этот. А этот угол, как мы выяснили, это арк косинус 1/3. Поэтому, чтобы попасть в эту точку, нам надо от точки π отнять этот угол. Арк косинус 1/3. Теперь, как попасть в нижнюю точку? Здесь мы движемся уже по стрелке, значит, этот угол, можно увидеть, что он тоже одинаковый, то есть также будет равен арк косинусу 1/3. Значит, этот угол получится как π плюс арк косинус от 1/3. Все, точки определили. Теперь вместо вот этого решения можно записать другой, то есть как отдельно две серии. Первая серия, начинаем от этой точки, это π минус арк косинус 1/3. Арк косинус 1/3 плюс 2πp, например, p целое. Так, дальше вторая серия, это π плюс арк косинус от 1/3 плюс 2πq, q целое.
Все, оба серии решений мы написали. То есть два варианта. Можно вот так записать, как одна серия решений. Можно по отдельности писать. Вторым способом будет проще, когда дойдем до отбора корней. Все, теперь вот за это решение можно поставить 1 балл. Если вот эти все шаги выполнены, как бы еще раз говорю, вот этот рисунок он не обязателен, и этот тоже не обязательно, это просто для себя, чтобы подстраховать. Теперь пункт Б, отбор корней. Также рекомендую делать отбор на единичной окружности, так как наиболее удобный. Рисуем единичную окружность, уже можно рисовать побольше, уже поточнее. Теперь надо отметить промежутки 2π, 3π, ну тут все несложно. 2π здесь, 3π в этой точке. Вот, соответственно, здесь будет 2,5π, здесь 3,5π. Так, x, здесь y. Так, ну и теперь промежуток от 2π до 3π. То есть вот 2π начало здесь, конец вот здесь. Теперь возникает вопрос, а это какая часть окружности? То есть верхняя часть или нижняя часть? Тоже возникает путаница. Значит, как правильно определить? Ориентируемся на положительные направления, которые указывает вот против часовой стрелки. Значит, мы стартуем от точки π, 2π, и должны двигаться по стрелке. Значит, мы можем только вот в эту сторону пойти, чтобы дойти до 3π. То есть получается верхняя часть окружности. То есть эту вот часть нужно будет как-то жирным образом выделить. Вот. Указать, что вот эта часть. Обязательно указали начало-конец. Ну и можно промежуточные значения. Бывает полезно. Все. Промежуток мы указали, выделили. Ну и теперь вспомним, а где у нас были решения. Решения были вот здесь, два решения. И здесь две точки. Поэтому схематично отметим. Вот здесь есть решение, здесь есть решение. И здесь есть решение, здесь есть решение. Поэтому вот две точки, здесь две точки, я их перенес, ну, схематично. Теперь что мы видим? Что две точки принадлежат промежутку, эти два нет. То есть количество корней мы уже видим, их две. Поэтому надо определить. Вопрос, вот это какая точка? Если мы посмотрим в эту задачу, ну тут было π третьих. Но здесь эта точка не π на 3, потому что здесь было π на 3, если тут 0. Поэтому эту точку надо пересчитать. Для этого надо знать величину этого угла. Ну, величина этого угла как раз и есть π на 3. Вот отсюда видим, что величина этого угла π на 3. Поэтому наша задача попасть от этой точки сюда. По стрелке движемся, значит мы должны прибавить угол. Значит, к 2π надо прибавить π на 3, чтобы получить эту точку. И это получается 7π третьих. Все, одну точку мы вычислили. Теперь вторую точку вычисляем. Опять-таки для этого надо знать вот этот угол. А этот угол мы знаем, мы уже здесь вычислили, определили, что этот угол такой же, как и этот, арк косинус 1/3. То есть это угол арк косинус 1/3. Поэтому мы должны от этой точки попасть в эту точку. Мы уже движемся против стрелки, поэтому нужно будет вычитать. Поэтому это будет 3π отнять арк косинус 1/3. Все. Ну, эта точка уже не принадлежит. Поэтому в пункте Б мы должны написать все корни, которые мы нашли. Это 7π на 3 и 3π минус арк косинус 1/3. Все. И в пункте А ответ. Тоже нужно написать полный ответ. Какой? В пункте А требовалось решить уравнение. Мы нашли 4 серии решений. Вот первая, вторая серия, третья, четвертая серия, например. Вот так. Либо вот эту серию вместо этих двух, если вот так написали. Вот все, что мы решили в пункте А, все переписываем в пункт А сюда, в ответ. То есть ответ состоит из двух частей. Это ответ на пункт А и на пункт Б. Ну и теперь какие еще ошибки допускаются? Ну, уже часть уже отметил. Бывает, что вот здесь решение неправильно пишут. Путают периоды, вместо 2π пишут π. То есть если мы уже написали решение уравнений неправильно, это 0 баллов. Вот. Также при отборе корней, вот это наиболее оптимальный способ. Вот все записи, которые нужны, я показал. То есть вот эту точку надо указать.
здесь как бы пишем не просто 7π на 3, а указываем, а как мы его вычислили. То есть можно вот здесь, как я писал, вот в этом месте просто прямо так и писать. Либо здесь просто указать, что это 7π на 3, а где-то в сторонке написать, что вот как мы его получили. Это 2π плюс π на 3, которое получилось как 7π на 3. То есть вот это вычисление надо показывать. Если мы просто укажем, что вот это 7π на 3, здесь π минус арк косинус 1/3 без никаких пояснений, то это считается необоснованный отбор. Как бы за пункт Б дополнительно 1 балл не будет уже. То есть можно рассчитывать в этом случае только на пункт А 1 балл. Все. Вот основные ошибки по 13 задаче. Дальше, вторая задача, 15-я. Тоже задача на 2 балла. Там требуется решить какое-то неравенство. В последние годы обычно это были логарифмические неравенства. Вот. Но сегодня разберем рациональные, дробно-рациональные неравенства, так как все остальные неравенства в большинстве случаев в итоге сведутся к дробно-рациональному неравенству. То есть в конце концов всегда придется решать какое-то рациональное неравенство. Поэтому разберем рациональное неравенство в чистом виде. Задача на 2 балла. 2 балла ставится, когда все верно решена задача. 1 балл ставится так же, как и в 13 задаче, если допущена одна вычислительная ошибка. И с этой ошибкой все шаги выполнены верно. Ну и, соответственно, ответ неправильный, не тот. Поэтому за это 1 балл. Также 1 балл ставится в том случае, если вот бывает так, что в ответе есть изолированная точка. Эту изолированную точку забыли включить в ответ. Это как раз 1 балл. Также 1 балл ставится в том случае, если у вас какая-то точка входит в ответ, то есть это квадратная скобка должна быть в ответе, но вы по ошибке как-то круглую поставили, то есть забыли включить точку. Это тоже 1 балл. Остальные случаи 0 баллов. Например, какие самые опасные случаи? Это когда вот в ответе какая-то точка не входит в ответ, круглая скобка должна быть в ответе, а вы по ошибке поставили квадратную. Это уже 0 баллов. То есть точка, которая не является ответом, но вы включили в ответ, это 0 баллов. Вот. Ну и решим эту задачу. Значит, здесь рекомендуется разложить вот эти квадратные трехчлены на множители. Можно, конечно, сразу приводить к общему знаменателю, но здесь, если сразу приводить, не очень хорошие функции будут возникать, и с ними разбираться очень сложно будет. Поэтому предварительно разложим на множители, то есть через дискриминант. То есть как это делается? Ну, например, пишем х квадрат минус 6х плюс 8 отдельно равно нулю, решаем это уравнение, находим корни. Вот. Ну, тут можно через дискриминант, как удобно, теоремой Виета, можем просто угадать корни. Ну, попробуем по теореме Виета, проверим 2 и 4. Так, произведение 8, сумма 6. Все, по теореме Виета 2 и 4 подходит. Тут как бы в этом месте не важно, как бы нашли корни. Вот нашли. Поэтому этот квадратный трехчлен можно как разложить на множители. Если мы знаем корни, то это будет х минус первый корень умножить х минус второй корень. Но не забываем, что если вот здесь перед коэффициентом стоит какое-то число, не равное единице, то не забываем это число как бы указать здесь. Но в нашем случае это единица, поэтому здесь ничего не изменится. И точно так же вторую функцию раскладываем на множители. Ну, также можно корни подобрать, теоремы Виета, можно дискриминантом. Так, по-моему, x1, x2 корни. Так, 2. Да, правильно, все. Все, вот разложили, теперь подставим. Так, здесь я неправильно указал. X минус 2, x минус 4 должно быть. 1 корень 4. Так, x минус 4. Так, x минус 1 минус x минус 4, x минус 1, x минус 2 меньше либо равно 0. Ну и дальше стандартные действия. Приводим к общему знаменателю и в конце применяем метод интервалов. Теперь общий знаменатель уже проще подобрать в таком виде. Будет x минус 1, x минус 2. Сюда придет x минус 2, сюда придет 1. В итоге получаем x минус 2 в квадрате x минус 4
минус x минус 4 на единицу умножили меньше либо равен 0. Вот в этом месте какие могут быть ошибки? Вот типичная ошибка, которая идет еще с 7-6 классов, когда вот стоит минус перед дробью. Этот минус общий, ко всей дроби относится. Может быть типичная ошибка, когда вот ученик пишет, что вот здесь как бы скобку не ставит, пишет, что да, минус х, дальше минус 4. Все, и дальше это уже ошибка. На минус умножить. То есть это уже не вычислительная ошибка будет, за это 0 баллов. Поэтому вот здесь как бы ставим скобку. Минус это общий, к обоим слагаемым относится. И еще один не очень рациональный способ может быть, когда вот не разложили, например, на множество, сразу начали приводить к общему знаменателю, и в числителе уже получается многочлен третьей степени, с которым, ну, может, разберется ученик, может и не разберется с ним. Вот. И то же самое здесь. Иногда бывает так, что сразу начинает открывать скобки и потом думать, что с ним делать. Тут сразу надо подумать, а нельзя ли сразу упростить? Видим, что x минус 4 можно вынести за скобки. Выносим. То есть как бы золотое правило гласит, что если что-то можно упростить, надо упростить. Это сильно экономит время и снижает вероятность ошибки. Ну и дальше так. Вот вынесли. Теперь в скобках либо можно здесь возвести в квадрат, раскрыть скобки, собрать подобное, получить квадратный трехчлен, потом разложить его на множители по возможности, там, если дискриминант не отрицателен. Первый вариант тоже нормальный будет, но можно еще быстрее сделать. Заметим, что здесь разность квадратов, поэтому единицу мы можем представить как единица в квадрате и применяем формулу а квадрат минус b квадрат. Тогда это будет x минус 2 минус 1, это вот а минус b. Теперь x минус 2 плюс 1, это а плюс b. То есть а это x минус 2, b это единица. Так, дальше x минус 1, x минус 2, либо равен нулю. Ну и все, теперь собираем подобные здесь в скобках. И в итоге можем написать окончательное выражение x минус 4, x минус 3, x минус 1, x минус 1, x минус 2 меньше либо равен 0. Вот. Все. Ну и теперь также особенность получили. Вот есть одинаковые скобки x минус 1, x минус 1. У многих на этом месте возникнет желание сократить. Вот. Сократить можно, но надо делать это правильно. Вот давайте вот сократим, перепишем то, что останется, и посмотрим, что из этого вышло. Вот получили новые выражения. Теперь смотрим, а чем отличается вот предыдущий от нового. Вот здесь есть ограничение. X минус 1 стоит в знаменателе. Значит, автоматом здесь x минус 1 не равен нулю. То есть x не равен единице. А здесь что мы видим? Такого ограничения нет. А он был первоначально. Мы ведь решаем, вообще говоря, вот это неравенство, то есть как бы исходное вот это. Что то же самое, что вот это. А вот новое неравенство, которое мы после сокращения получили, она уже не содержит ограничения x минус 1. Она была. Поэтому то, что исчезло ограничение, мы должны запомнить. То есть дополнительно сюда пишем, что x не равно 1. Это ограничение было, просто исчезло. Чтобы сохранить, вот дополнительно запишем. И получаем вот такую систему. Все, теперь решаем это неравенство, потом вспомним, что есть дополнительное ограничение. Решается, как обычно, методом интервалов. Ничего нового здесь придумывать не надо. Рисуем числовую ось, отмечаем нули. Это 2, 3, 4. 2, 3, 4. Вот я все точки выколотые нарисовал. Теперь думаем, а какие из них выколотые, какие закрашенные. Ну, все точки знаменателя всегда будут выколоты, двойка. А вот 3 и 4 это нули числителя, они зависят от неравенства. Неравенство не строгое, значит их рисуем закрашенными. Закрасили. Дальше получаем интервалы. И определим знак где-нибудь в одном месте. Ну, допустим, вот здесь где-то. Можно взять пятерку, числа здесь хорошие,
Но можно рекомендовать такое правило. Если здесь числа не очень хорошие, допустим, корни какие-то, логарифмы стоят, и непонятно примерно, как бы, чему равны, ну тогда берем число, считаем, что x очень большое. Ну насколько большое? Ну насколько надо, столько большое. Например, ну явно миллион возьмем, да, который будет явно больше, чем это число. Не хватит, ну 10 миллионов возьмем. Очень большое положительное число взяли какое-то. Сюда подставили, будет плюс, знак сюда плюс, сюда подставили плюс. 3 плюса, в итоге знак получится плюс. А дальше просто проверяем, меняется ли знак или нет. Вот переходим через четверку. Четверка это 0 вот этой скобкой. Эта скобка стоит в первой степени, по умолчанию не пишем. Степень нечетная, значит, если степень нечетная, знак меняется. Дальше, тройка это 0 вот этой скобкой, также стоит вот в первой степени. Нечетная степень, значит, знак поменяется. Дальше двойку переходим. Двойка это 0 вот знаменателя, также скобка в первой степени, нечетная, знак поменяется. В каком случае знак не меняется? Если есть скобка с четной степенью, там 2, 4, 8, неважно, четная степень, тогда знак, что слева, что справа, будет одинаковый. Ну, в данном случае такого нет. Вот, теперь мы должны меньше либо равно, то есть с минусом взять. Это вот эта часть минус, эта часть минус. Плюс, теперь вспомним, что есть еще ограничение. X не равен 1, единица. То есть эту точку надо выколоть из ответа, если оно попадает. Но единица попадает, поэтому вот здесь мы укажем, что единица выколотая. Вот. Она как бы при определении знаков роли не играет, но уже в ответе его надо выколоть. Поэтому ответ будет следующий. X принадлежит от бесконечности до единицы, не включая. Дальше от единицы до 2, двойка тоже не включается. Дальше и от 3 до 4 уже включаются, 3 и 4. Вот ответ. Ну, какие ошибки могут быть? Ну, ошибки могут быть в скобках. То есть вместо квадратных круглые можете поставить, то есть как бы вместо закрашенной выколотой точки. Вот это типичная ошибка. Конкретно в этом случае к чему приведет? Ну, допустим, если мы ошиблись вот здесь, выколотые точки поставили вместо закрашенных и, соответственно, круглая скобка, например, где-то, или здесь, неважно, то это в итоге 1 балл. Ну, потому что потеряли точки, которые входят в ответ. Дальше. А если мы ошиблись вот здесь, например, даже вот здесь, вот типичная ошибка может быть, как бы вот эту точку мы забыли выколоть, ну, сократили, забыли про это. И в итоге у нас получился ответ, соответственно, от бесконечности до 2, и от 3 до 4. Вот так. Ошиблись. Ну, за это уже 0 баллов. Потому что включили в ответ число, которое не принадлежит области определения. Вот здесь единица не входит. А здесь мы включили, за это 0. Либо другой вариант. Здесь вот, допустим, двойка не входит, круглая скобка, а мы ошиблись и написали квадратную. То есть, опять-таки, это тоже 0 баллов. Дальше, еще какие ошибки допускают? Ну, типичная ошибка также, вот выставляют знаки неправильно. Вот если знак неправильно в методе интервала выставлен, это 0. Почему-то всем кажется, что вот всегда начинается от плюса, потом минус, плюс, минус, плюс, минус. Всегда вот так. Но это не всегда так, поэтому в каждом случае надо всегда проверять, какие знаки будут, и уже в зависимости от этого писать ответ. Дальше еще одна ошибка, например, ну не совсем ошибка, а как бы нерациональное решение. Вот получили дробно-рациональное неравенство, свели к правильному виду, разложили на множитель, а дальше вместо того, чтобы просто вот нарисовать интервал, знаки проставить, начинают расщеплять неравенство. То есть, вот получили неравенство f делить на g, допустим, меньше либо равно нуля, как у нас, и дальше начинает разбирать случаи. Вот дробь меньше либо равна нулю, значит это либо числитель меньше либо равен нулю, а при этом знаменатель больше, первый случай, либо числитель больше либо равен, знаменатель отрицателен, и вот так рассматривать, расщеплять. Но это не можно так решить, но это не рационально, потому что очень много времени уйдет на это. Можно было бы просто вот решить все, дописать ответ и все. Так, и еще одну ошибку следует отметить. Ну, она относится к любой задаче из ЕГЭ. Если вы неправильно переписали условия задач, ну, вместо единицы двойка у вас получилась или еще что-то. То есть не ту задачу переписываете. В итоге
Даже если вы правильно решили, даже если эта задача чуть сложнее, чем первоначальная, за эту задачу поставить 0, потому что вы решаете не ту задачу. Вот. Ну, так бы ошибок очень много, все они разные, но вот основные ошибки я назвал какие.